Университетская смена в СГУ подошла к концу. 50 школьников из Луганской Народной Республики отправились обратно домой. Полные положительных эмоций, с новыми знаниями и друзьями, которых они успели обрести здесь, в столице Коми, за те 10 дней, что шла их смена. О впечатлениях, которые оставила наша республика у ребят из Донбасса, Любовь Лапина. Все уже заканчивается, мне очень от этого грустно. Я надеюсь, что сегодня последняя заключительная дискотека. Я надеюсь, она пройдет так же классно, как все предыдущие дни. Вот и все. 10 дней пролетели как один миг. Пора в дорогу обратно домой. Ребята с трудом сдерживают эмоции здесь, в Сыктывкаре. Они оставляют своих новых друзей. А позади насыщенная образовательная программа. Было все. И занятия по естественным наукам, и медицине. Если плотность воды больше, чем плотность тела, оно не утонет. А если наоборот, то утонет. Какое берем? И мастер-классы по программированию и дизайну. А там тоже свободен компьютер. Можно подключить там приборы, посмотреть. И знакомство с цифровыми технологиями. Об этом в родной Луганской Народной Республике ребята могут только мечтать. Хотелось бы приехать сюда еще раз. А в целом программа интересная, занимательная, нравится. Все. А вот так с коми-шаньками встречали ребят в Финно-Угорском этнопарке. Ребята, скажите, пожалуйста, вы впервые шаньки коми пробуете? Да! Как на вкус? Да, очень вкусно. Здесь же по очереди загадывали желания. Это рыба волшебная. Это находится на 7 холмах, да, как считается. И когда звон ваш летит между этими холмами, то желание обязательно сбывается. Какое именно, осталось за кадром, но, кажется, все мы догадываемся, о чем мечтают эти дети. Университетская смена проходила в СГУ имени Петерима Сорокина с 4 по 14 июля. В столицу Коми приехали 50 ребят из ЛНР. Пока они школьники, но не за горами выпуск. Поиск себя. И важно, чтобы будущие абитуриенты как можно скорее определились с тем, чем они хотят заниматься в своей жизни. Проект Министерства просвещения и науки и высшего образования России дают ребятам возможность испытать себя в самых разных направлениях. Это мой первый опыт, когда такой масштабный федеральный проект необходимо было организовать и запустить буквально за 2 недели. Университет вместе с партнерами отработал все вопросы как единая слаженная команда. Кванториум, Академия юных талантов, парк отдыха Елиты Клаб и Оленей остров в селе Лозов. И это не полный список. Каждый день ребят был расписан буквально по минутам. С ними работали не только педагоги и вожатые, но и психологи. Вожатые – это добрые души люди, которые делают все возможное, чтобы угодить нам, чтобы нам здесь понравилось. А еще было очень много спорта каждый день. Мастер-классы по боксу и таэквондо. Киокусинкай и самбо, бассейн, самое то жару. Республика встретила ребят необычайно тепло. Даже погода говорила старшеклассникам из Луганской Народной Республики. Здесь вам рады. Изначально, когда мы ехали в поезде, нам было очень страшно, потому что мы не знали, куда мы едем. Мы очень переживали по поводу того, какая здесь будет погода. Это было очень для нас важно, потому что мы, наверное, очень боялись холода. Но когда мы приехали, на наше удивление, было солнышко. Вот таким приветливым и теплым оказался север России для мальчишек и девчонок из Луганской Народной Республики. Университетская смена подошла к концу. Сейчас ребята на пути домой, но точно не закончилась дружба, которая завязалась между нашими регионами. Любовь Лапина, телеканал Юрган.